Укрепляя межнациональное согласие через совместный общественно полезный труд. Участники проекта «Маяки дружбы» уже в Ингушетии выражают свое отношение к природе в рамках субботника. Около 50 добровольцев из разных уголков страны, от Центральной и Южной России до Западной Сибири и Северного Кавказа, вооружившись перчатками и пакетами, очищают прибрежную зону реки Асса от мусора. Мы здесь находимся на протяжении, не знаю, часа с небольшим, я честно не считал, но собрали, наверное, очень много. Лично я собрал почти мешок, вот, а так, ну, здесь у нас очень много ребят, 3 отряда, примерно по 15 человек, вот, общими усилиями собираем. Думаю, что за сегодня уже объем работ, уже за это короткое время сделан очень неплохой. В экологической акции в рамках проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа» принимает участие и Илья Казаков, ветеран боевых действий, лейтенант морской пехоты. Несмотря на потерю ног, он с неугасаемым духом патриотизма и энергией вместе с другими добровольцами приносит пользу обществу. Я всегда любил какие-то сложности, вызовы для себя, и для меня это не что иное, как вызов. Потому что ехать в горы в моем положении на 2 протезах с высокой ампутацией бедра, это на самом деле очень сложно, но я вот это преодолеваю опять же, при огромной поддержке ребят из команды, и это своего рода тоже такое командообразование. И мне это нравится, мне это интересно, и вообще в целом идея взаимодействия межнациональное, это тоже очень важно, особенно при нынешней конъюнктуре. Работа нелегкая, но атмосфера радости и единства наполняет патриотизмом сердца участников. Так они не только заботятся о природе, но и создают крепкие связи между представителями разных наций и конфессий. Это подтверждает и Екатерина Климова. Она, как участница проекта, уже в 5-й раз в Ингушетии. Через вот эту помощь друг другу, помощь регионам у нас складывается такая дружба вот на года. Вот я уже 5 лет, и у меня есть друзья, знакомые из других республик Северного Кавказа, с которыми мы периодически общаемся, ездим друг к другу в гости. И я считаю, что все-таки в первую очередь дружбе. Очень много стереотипов о Северном Кавказе было. И когда я первый раз сюда приехала, мне все говорили, зачем ты туда едешь, там такое творится, происходит. Но на самом деле здесь очень красиво, классно, люди очень добрые, гостеприимные. Здесь очень здорово. Приезжайте. Самому старшему участнику проекта «Маяки дружбы» 61 год. Александр Калыгин, ветеран боевых действий в Афганистане и Чечне, подполковник в запасе и начальник авиабазы Морского авиационного института. За пару часов он уже собрал несколько пакетов мусора. Александр отмечает, что помимо сбора мусора важно также работать над культурным просвещением людей, чтобы формировать ответственное отношение к окружающей среде. Он верит, что совместные усилия помогут популяризировать осознанный подход к экологии, где каждый будет заботиться о чистоте природы. Прежде чем рассуждать о родине, об культуре, об истории, наверное, надо немножко начать с себя. И современные люди, к сожалению, немножко забывают, что они живут на земле предков, и эту землю надо хранить, беречь, приумножать богатство. Неужели так сложно, друзья, взять после себя, собрать это все в мешочек и вывести за пределы такой красивой и замечательной территории? Я думаю, что это несложно, и тогда не нужны будут такие вот десанты. Помогать, познавать, рассказывать, дружить. Традиционный слоган проекта. По сложившейся практике в первой половине дня у волонтеров запланированы общественно полезные работы, что входит в группу «Помогать», а после участники проекта активно знакомятся с регионом. Это уже аспект познания. У нас в республике в этом гостям помогают Министерство молодежной политики и Минприроды. После экологической акции поедут на экскурсию в горную часть нашей республики. Завтра у них будет встреча в правительстве республики. Вечером торжественный ужин и разъедутся в свои регионы. И на этом не все. Разъехавшись в свои регионы, девиз проекта — помогать, познавать, рассказывать, дружить. И вот слоган «рассказывают» говорит о том, что они, разъехавшись, должны у себя в школах, вузах ездить на какие-то мероприятия и рассказывать о наших республиках Северного Кавказа, в частности об Ингушетии. 7-й по счету всероссийский волонтерский проект межнационального согласия «Маяки дружбы. Башни Кавказа» стартовал в Дагестане 17 октября. Проект также охватил Осетию и Чечню. Добровольцы, занимаясь общественно полезными работами на объектах культурно-исторического наследия, изучают края и узнают больше о северокавказских регионах. Муслим Ганиев, Адам Гулоев, Султан Магушков, Магаз 24.